Друзья, всем привет! На календаре у нас 26 июля. Позади рабочий день, то есть выполнена вся работа, которая была на сегодня. И время у нас 15:30, половина четвертого. И у нас есть часа 4, чтобы, так сказать, совместить полезное с приятным. Это вот по плану, как мы остановились, как и в прошлый раз. Сейчас поднимемся на бор, посмотрим грибочки, потом глянем, что нам скажет река Печора, попробуем половить рыбки. Если рыбка не клюет, то дождемся вечера, чтобы просто так не ждать, впустую полоскать блесна. Съездим на луга. Там есть кусты красной смородины. Красная смородина уже подоспела. И пособираем на морсик. Вот такие вот планы. А как и что получится, мы это увидим. А теперь ведра в руки и пошли на бор. Сегодня антикомари не забыли. Сегодня мы уже побрызгались. Так что прогуляемся по бору, посмотрим грибочки. Поехали. Так. Опа, грязюка, болотина. С прошлого раза за 3 дня вода заметно упала. Просто лодка у нас вот там вот стояла. Так что недалеко. Так, якорь неохота скидывать, так что просто выше поднимем лодку вот так вот. И никуда она не денется. Она на бревнышке стоит. Вот. Вон сколько грязи. В прошлый раз я был в ботинках. Вот здесь стояла наша лодка. Я благополучно в ботинках спрыгнул прямо сюда. И было нормально. Вон насколько вода упала. Где-то примерно на полметра. От дождя она высоко поднималась. Теперь она за 3 дня вон упала и продолжает падать. Ой, бляха-муха! Ой, мама. Чуть сердце не лопнуло от неожиданности. Трусишка, зайка серенький. Это от пташки испугался. А представляю, если бы это рявкнул медведь, наверное. Тут, наверное, бы и остался уже. Вот что значит неожиданность. Вот такая вот. Что мне нравится это место, это не надо далеко ходить. Вот поднялся горочку и все. Ты уже на месте. А так, помню, раньше мы приезжали за грибами тоже. Ездили на лодке, потом топаешь лужочек, лесочек, пока дойдешь до места, где-то пару километров, наверное, точно пройдет. Вот они. Мои следы. Дождей не было после за 3 дня. Получается. Посмотрим. Грибочки. Тепло, в принципе, наверное, червивые, но глянем. Что найдем, то наше. Все, топали. Вот мы и на берегу. Вот наша лодочка. Вот Курья, вот Печора. А вот и Белый Бор. И пойдем посмотрим. Что-то выросло за 3 дня. Не выросло. Дождей не было. Кто-то он ходил. Он ягель высох. И очень пожароопасно. Вон кто-то костер здесь разжигал. Не знаю, без дождей что-то здесь выросло, не выросло. Посмотрим. Включил музыку, чтобы было не так страшно. То есть, ну как? Не то чтобы страшно. Вон, черника у нас уже созрела. Оказывается, можно собирать чернику. Но лучше, чтобы она еще дня 3-4. О, кто-то на квадриках катался уже. Здесь делать нечего. Так, ну что, отойдем, посмотрим. Может, что-нибудь да найдем. Главное, чтобы не встретиться с медведем.
один на один. А так музыка орет, если он услышит поблизости. Если кушать сильно не хочет, он отойдет. Если хочет, подойдет. А без ствола что-то до одному жутковато немного. В прошлый раз ботинки полностью после дождя были сырые. Сейчас я в резиновых сапогах. И ягель, беломошник, хрустит. Высох напрочь. Он как порох сейчас. Любая искра, он загорится, блин. Вот такая вот. Такие перемены в этом беломошнике. Очень пожароопасный материал этот ягель. А грибов нет, походу. На этот раз останемся без грибов. Сейчас прогуляемся, кружочек сделаем здесь. И пойдем ягоды собирать. Красную смородину. Так, вот и первые грибы. Но это не красноголовики. Это сыроежки. И хотя мне Оля Малькова говорила, Уралочка на рыбалке, канал у нее был. Не знаю, пока возьмем. Типа говорит сыроежки. Вот это, наверное, сыроежка получается. Очень вкусный гриб. Вот, раз сыроежка. Два сыроежка. Так, телефон оставим здесь. И вот 3 сыроежка. Не знаю, что у нас. Я попробую потом отправить по интернету фотографию. Съедобные это грибы, несъедобные. Как их готовить. Никогда раньше не ел сыроежки. Для меня это совсем незнакомые грибы. А вот и первый. Вот и первый. Вот и первый красноголовик. Так. Это посадим обратно ножику. Немножко червивый, но пока не буду отрывать. Потом дома Валентина глянет, что да как. Можно взять, там что-то нет. Так, первый грибочек нашли. Вон старенький гриб один. Он реально старый красноголовик. Вон старый гриб красноголовик. Третий старый гриб. Но это в прошлый раз надо было сюда идти. Молодых что-то не видать. Вон 4-й красноголовик. Он тоже вон 5-й старый. 6-й, 7-й. А в прошлый раз сюда мы не приходили. О, крепкий вроде. Вроде крепкий. Посмотрим. В прошлый раз вышла полная сковородка. Красноголовики, белый. Нормально получилась жареха. У меня Лена, дочь, уплетает за обе щеки, очень любит грибы. Вот по этой причине я и поднялся сюда посмотреть на вечернюю жареху. Вот он. Вот он. Грибочек. Но походу ему... А нет, смотри. Он чистый, но он... Ну он как губка уже. Не то. А вот второй рядом, он старый, вот этот малышок пойдет. Вот такой, несмотря на то, что 3 дня не было дождей, все-таки они выросли. Будем надеяться, что что-нибудь да мы сегодня насобираем. Не так густо, как хотелось бы, как обычно бывает. Но, как мы видим, не пусты, и то хорошо. Все хрустит. Сушняк полный на бару. Но, видать, прошлой влаги еще хватило, то, чтобы вырасти за эти 3 дня. Так, мягкий, старый. О, вот еще молодой. Молодой паренек. Иди ко мне. Иди ко мне, малыш. Вот такой вот. Красавчик. Так, ну что еще есть?
Можно собрать крупные вот эти, которые чистые, но пока я их довезу до домой, они будут как тряпка. И не вижу смысла вообще. Крепкие, если они еще... Вот. Красота. Есть. Вот такие вот красавцы. Красавчики. Красавчики. Ну вот я... Что я вами говорил? Вот я прошел буквально здесь. Вот второй. Надо не потерять его. Вижу второй. Вот один. Вот один. Вот он. Такой вот красавчик. Вот. Этот я видел. А вот второй. То есть я прошел буквально рядом с ними, получается, и не заметил. Не зря говорят, невозможно собрать все грибы. Какой-нибудь ты все равно не заметишь. Но они чистые вот, без червей. Несмотря на то, что тепло, но не жарко, правда. Ночью уже прохладно. Прохладненько, где-то около 10 градусов, наверное, даже сегодня ночью было. Вечером уже надо одеваться теплее. Утром сегодня, это сейчас вот после обеда распогодилось. Опять солнышко вышло. А так прохладненько, и мух нет. И грибочки, вот они. Вот они, мои хорошие грибочки. Я думал, будет хуже. Вот еще нашел семейство красноголовиков. Одного взял покрепче. Остальные, походу, старички. Вон это сыроежки. Не, сыроежки я все-таки собирать не буду. Может быть, кому-то они нужны. Вон сыроежка. Не знаю. Что-то мне... Вон такие вот сыроежки. Это сыроежка, скорее всего. Не знаю, с чем их едят. Вон старые сыроежки. Вон более-менее новая сыроежка. Крепкая такая. Не знаю. Ладно, спрошу хоть у Ольги. Сыроежки это не сыроежки. Не едим мы такие грибы почему-то, не едим. Хотя говорят, из них и вон суп делают сыроежек. Вон грибочек мягонький. А вот этот крепенький. Блин, опять не взял с собой ножа. Все забываю. Нож на ремне. А сейчас в других штанах хожу и все забываю. Вон еще малыш. Малышочек. С ножом-то как бы удобнее, конечно. Так. Там старый. Вот еще. Так, это шишка вон. В принципе, нормальный, чистенький. Берем. И вот этого малышка тем более берем. Был бы ножик, я бы отрезал. А потом говорите, как хотите, кто говорит там резать, кто говорит выкручивать. Я так думаю, большого урона я не нанесу. Эту ножку оставляем. Тонко слишком. В общем, потихоньку вон, собирается нам на жареху. Елене Геннадьевне вечерком вкусняшка. Вот еще малышок. Вот он. Они, вот еще там второй. Не сказать бы, что это рядом с друг другом, но это типа семейства все-таки. Вот такие вот красавцы. Вот там вижу. Там вроде большие. Сейчас этот глянем. Вон шапку возьмем. Ножка тоненькая оставим.
Не везде, где-то пусто, 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 потом хопана, семейка такая. Вон как здесь. Но это семейка, вот раз, два, три, 4 грибочка. Выходили уже пораньше немного. Шапочку берем, этих мягких оставляем. Как-то вот так. Ну вот, еще семейка. Берем только шляпки. Апана. Апана. Нет, можно почистить. Вон грибочек. В общем, не будем заморачиваться с ножками, будем брать только шляпки. Ножки тоже, в принципе, чистые вон. Но, ладно, возьмем, уже оторвали. А так уже грибочки все. До следующих дождей, наверное, их уже не будет. Вон старые, которые раньше входили, погнили. Вон полностью. А молодых раз-два. И все. Вон старенький, вон старенький. Ладно, немножко. Вон там вижу дальше. В общем, чисто на беломошнике их нет. А где-то вот так вот брусничник, где вот зелень, видать, влаги было больше. И там они сохранились. Вот, вон такая классная шапочка. Классная красная шапочка. Так, ведро оставляем. И вот там вот пойдем глянем еще. Крутанемся возле ведра. Может быть, поблизости что-нибудь да еще найдем. Вот он. Вот он. Крутанули. Чистенький. Удивительно. Вроде и тепло, а грибы чистые. Так, вот. Выходим опять к Печоре. Поблуждали немножко. Накидали вот столько грибочков уже. Вот еще. В общем, нет-нет. Попадаются вот такие вот красавчики. Вот где брусничник, вот идет вот такая зелень. Вот там более-менее растет. Вот там два еще вижу. Так. Вот еще вижу мелкого. Вон такого красавца. Удивительно, почему они не червивые. Вроде тепло. Хотя мухи вон летают. Вот. Может быть что-то. Но не буду ломать, не буду резать. Во-первых, ножа нет. Во-вторых, на срезе вот так вот сразу махом будет чернеть. Лучше дома сразу срежет Валентина. В воду сварит, пожарит, там что надо сделает. Лишний раз резать не стоит. Брусника вот она есть, но она еще зеленая вся, не дозрела, но немножечко есть вон. Так что брусника в этом году будет, черника есть, это уже хорошо. Морожку народ уже собирает вовсю, через недельку уже она осыпется вся. Вот грибочки, даже старые, видать, раньше уже выходили от дождей. Вот. Идем вдоль берега, чтобы далеко не теряться. Но отошли уже прилично. Где-то, наверное, метров 500, наверное, от лодки. Вот такой вот красивый берег. Раньше этих кустов ничего не было. Это все заросло уже. Все, весь берег зарастает. Скоро не будет реки, видать. Вся река утонет в кустах. Только что вот оторвал малышка и сразу же вон смотрю второй. Та-та-та-та.
Вот такие вот красавчики. Несмотря на то, что 3 дня уже нет дождей, они, видать, от той влаги еще растут. Потому что сверху вот ягель вроде и хрустит, он весь сухой. А достаю гриб, и снизу он сырой еще, земля еще сырая. Он 2 старых, а этот нормальный. Вот так вот. Блин, сломался. Ну ладно. Он чистый, полностью чистый. Вот это сейчас все почернеет, и половина выкинется, так что лучше рвать с корнем. Отличные грибочки. Вот у нас уже телефон засыпан уже. Нормально. Если честно, поначалу я думал, будет хуже. А потом отошел подальше. Не там, где обычно крутанулся, а чуть подальше отошел, и вон результат налицо. Сейчас крутанусь и обратно пройду вдоль болота. Там влаги больше. Может быть, и грибов больше. Вот ты где спрятался. Вот ты где спрятался. Что с тобой? Нормально все, нет? Старенький уже. Уже старенький. Во! Троечка. Троечка малышочков. Вот они, вот они. Ну вот это уже веселее. Вот такие вот красавцы. Ломаю корень, чтобы лишнего песка не заносить в ведро. Блин, а ножик не взял. Ну-ка, выходим. Выходим. Выходим, выходим, выходим. Уходим. Нормально. Вот такие вот. Вот такая вот троечка. Так. Вот. Красота. Старичок. Белых нет. Вон еще красный. Вон еще красный. Так. Вот такие вот. Ладно, потом это все отмоется. Почистится. Дома будем проверять. В прошлый раз, кстати, вообще отходов практически не было. Где-то вот столечко отходов, наверное, было. Немножко там, пару червячков где-то прошло. Весь гриб был целый. И сейчас вот, наверное, тоже. Вот еще один. Есть грибы. И при наличии времени собирать. Ну-ка, выходи. Выходи. Вон. Вот такие. Снизу все сырые еще. При наличии времени, если уделить целый день, да если вдвоем-троем, то можно 2-3 таких ведра, да и больше, наверное, еще насобирать. Но у нас времени обрез. Надо еще немножко рыбки посмотреть и с разведкой глянуть ягоды. Ягоды, говорят, есть. Смородина красная. Хотя бы на мортик немножко собрать. Даже не говорю, там ведро 2. Ну, немножко заскочить на луга надо. Солнце у нас пока еще высоко. Сколько мы уже гуляем? 16:31. Уже почти час гуляем, получается. Ну и насобирали. Как в прошлый раз-то точно уже насобирали. А у нас еще предстоит обратный путь, так что все, выдвигаемся обратно. Сейчас идем к болоту. И обратно пойдем вдоль болота. Посмотрим, где больше грибов. По крайней мере, здесь, куда мы отошли, грибочков пособирали
Вот вижу еще один. Очень много уже старых грибов. Ну и молодых тоже хватает. Вот он. Вот такие вот красавцы. Надо будет еще как-то прогуляться вдоль деревни по своим участкам. Если на барок грибы есть, то, наверное, по заброшенным заросшим полям вдоль леса тоже, наверное, есть. Так что там рядышком можно будет глянуть. Сюда я в основном захожу в надежде найти боровиков белого гриба. Здесь иногда бывает все усеяно. Так, мы здесь были уже, этот гриб я помню. Вот. Но, как правило, я на крепышей тут не попадал. Обычно ходишь, смотришь, потом раз, недельку-две пропустил, и они бац. Приходишь, они уже старые. Много, но старые. Так что надо почаще поглядывать, чтобы не пропустить рост белого гриба. В общем, друзья, до болота я не дошел, потому что что-то стало мне жарко. Весь употел, походу потеплело или ветра не стало. Днем-то хорошо ветер поливал, подувал. Болото там еще далеко. И что-то я иду по Беломоршнику, вообще грибов нет. Вот пошел на прибережную зону, вот опять немного как бы начали появляться. Это червивый. Так что я решил вернуться и пройтись еще там, где прошел. Тут хоть попадали изредка, а там до болота я не дошел. В общем, хотел крутануться, пройти вдоль болота. Нифига там нет грибов. А вот тут вот в прибрежной зоне вот такие хоть старые есть, а где есть старые, там могут быть и молодые грибочки. Просто вон их раз, два, три, сколько старых этих вон грибов. Везде тропинки, везде исхожено, но видно, что грибы на данном участке не собирались, потому что ни срезов, ничего не видно. Выдвигаемся в сторону лодки, уже хватит. И так вон пол ведра уже собрали. Сегодня вот еще грибок вижу. Сегодня мы даже собрали больше, чем вчера. 3 дня назад. Так, ну ты, наверное, старенький, ну да. В общем, потопали обратно. Вот сколько их было здесь. А мы до сюда в прошлый раз не доходили. Они, скорее всего, уже были. В принципе, чистые, но червивые. Когда бы ничего не было, можно было... Вот этот крепкий, походу. Можно было и собрать бы, конечно, их. В прошлый раз они как раз, наверное, самые то были. Вот еще один. Нормально. Жареха будет. Вот еще один, вот еще один. Тут вот есть, а там вот пошел к болоту, не было нифига. Это фигня. Вон, вот. К этому пришел. Этот нормальный. Вон малышок. Вон малышочек. И вон малышок. Вот такие вот грибочки. Если бы этого не было, я бы тех тоже не заметил. Ну все, пошли к лодке. Что найду, соберу, покажу общий итог, сколько собрали. Не могу уже камеру на голове. Надо вот сюда вешать, а то у всех, наверное, уже голова закружилась от моих телодвижений. Все, встречаемся при подведении итогов, сколько мы собрали грибов. Ну вот, в принципе, притопали мы на то место, откуда вышли собирать грибочки. Времени 17:15. Почти 2 часа топали. Ну, смотри, 20-литровое ведро больше половины, но это с ножками. Так что полное ведро, можно сказать, 10-литровые грибов я сегодня собрал. Так что жареха будет и не одна. 2-3 это точно.
Грибочки местами есть. Местами прогнили, местами их нет совсем. Белого гриба нет. Видел один белый гриб старый. Видать, в прошлый раз два, сейчас один. Рановато, еще, видать, рановато. Конец июля, это не конец августа. В августе, скорее всего, в середине августа, если будут дожди, я так думаю, пойдут. Вон, друзья, нашел интересную деталь. Не деталь, а вещь такая. Посреди бора в песочке вот такой вот камень нашел. Может быть просто камень, может быть не знаю что. А может быть это каменный топор у первобытного человека. По истории нам еще Сан Саныч покойно говорил, что вдоль Печоры, особенно в верховьях Печоры, жили первобытные люди. И вполне возможно, это был такой какой-то тесак, может быть шкуру скребли, может быть каменный топор или что-то такое. Как вы думаете, что может быть посреди леса вот такой вот камень делать? Он такой интересный еще. Кремень, не кремень, не знаю, понятия не имею. Но вот интересная структура камня. Может быть им пользовались первобытные люди, может быть нет, как вы думаете. На всякий случай я его сюда недалеко припрячу так. Ну, отложу вон кедровочка собирает шишки. Скоро мы тоже пойдем, кстати, за шишками. Вон, полный зоб у него, вон, орешков уже. Вот так вот висит, как у этого пеликана или как там его. Полный зоб. Полный рост уж собирают орешки. Скоро и мы сходим, наверное, они еще молочные для заготовок рано, но покушать, сварить пойдет. Ну все, одно дело сделала, осталось собрать ягоды и половить рыбу. Рыбу мы попробуем здесь, если клюет, мы сейчас половим прямо здесь. Если не ловится, то пойдем на луга, соберем ягод. И вечерком, перед тем, как доехать домой, поймаем, чтобы домой она приехала свеженькой, живехенькой. Поехали.